Добрый день, дорогие телезрители, с вами Дмитрий Аргунов, и идет вторая неделя с того момента, как я был прикомандирован к программе «Испытано на себе», которую достойно очень ведут на самом деле молодые люди Сергей Козюра и Руслан Ачиров. Всем известно, что у нас зима не очень, скажем так, снежная. Ну, в плане того, что не все сверкает снежной белизной, а зима у нас очень пыльная, грязная и требует после зимней, скажем так, эксплуатации авто значительных усилий для того, чтобы привести автомашину в порядок. Я целый месяц держал машину немытой, не ездил на замечательную автомойку «Мега», где, в принципе, делают приличный уровень чистоты для того, чтобы своими вот этими руками отмыть и придать автомашине, ну, скажем так, первозданную чистоту. Ну, скажет куку человек, ага, типа там, кто же в преддверии весенней распутицы там моет машину. Но мы же не ищем легких путей. И сегодня, в сегодняшней программе мы вам покажем, я испытаю на себе, что значит приводить машину в порядок по фэншую. Не ферри с губкой, да, а с помощью там вот этих современных технологий, которые применяют новомодные такие ребята из студий детейлинга, коих в нашем городе развелось достаточно много. Ну, дорогие друзья, скажем так, состояние кузова – это еще самое меньшее, что может вам показать наш оператор Петр Шестаков. Вы бы видели, что творится внутри. Внутри, дорогие товарищи, творится ад и Израиль. Максимальную степень загрязненности, разницу до и после, легче всего показать, и это эффектнее всего смотрится. Будь время потеплее, я бы, скажем так, с удовольствием в гараже привел бы машину в порядок собственными руками. Но еще раз говорю, ценность в том, что мы сегодня вам покажем, испытаем на себе, что значит приводить машину в порядок по фэншую. Не ферри с губкой, там, не подручными средствами, а при помощи специализированных технологий, которые применяются, еще раз говорю, новободными такими ребятами. Что, поехали? Заезжаю, получается, это уже моечка. Здравствуйте, а я специалист по детейлингу, который поможет нам с советами, пока я сам буду корячиться, вот приводить в порядок свою автомашину. Ну, все правильно же, да? Да, все правильно. Во-первых, я дам вам перчатку. О, нитриловые перчаточки. Да, очень хорошая для... Вообще здесь всего бургеры тоже держать. Да. Очень хорошие. Нитриловые перчатки замечательные. Вообще, СИЗами в деле детейлинга пренебрегать не стоит, потому что, я так понимаю, химия, она достаточно едкая же, да? Ага, едкая. Поэтому заготовил я еще и масочку, обычную медицинскую. Знал бы, опять же, как и в случае с мамонтовой костью, взял бы свой респиратор. Но ничего страшного, я думаю, что один раз ничего страшного не будет. И оденем, соответственно, масочку для того, чтобы окончательно в рабочий вид привести. Не хватает этого спецодежды такой, какого-нибудь балахона. Ну, Аял, давайте посмотрим, оценим. То есть я специально многие месяцы не приводил машину в порядок. Тут много всего. Сейчас у нас задача выгрести все из салона, я так понимаю, да? Выгрести все из салона, и давайте оценим просто, ну, судя по вот этому вот, понял, что плачение машины редко когда можно увидеть. Ну и состояние подкапотное. Я говорю сразу, под капот мы залезать не будем. Ну, во-первых, смысла нет. Скоро же будет распутиться, да? Да, скоро будет распутиться, и нам после, скажем так, весенней распутицы придется еще раз заняться именно подкапотным пространством. Ну, состояние подкапотного пространства просто, вот, Петр Егорович, покажи. Вот такой вот. Это после зимы. То есть осенью я тщательно подкапотное вымыл, а после зимы у нас вот такая вот картина. Аж стыдно в сервис заезжать. Ну, ничего страшного, придется сейчас выгрести весь вот хлам. Рассыпан сахар и древесные опилки. То есть это, в принципе, все то, с чем приходится вот сталкиваться человеку. Еще один какой-то пакет. Трансмиссионное масло, документы на котел, новый диск, Друзья мои, фляжка с водой, в которой уже, наверное,
обзавелась какая-нибудь колония, да? И дальше смотрим. Кусок латуни. Ценный металл, цветной. Тряпочка, она нам пригодится. Бардачок мы трогать не будем. Смотрим, что здесь. Крепление для телефона. Сюда же в пакет отправляется. Грифели для карандаша. Опять отправляется в пакет. Так, ключи от гаражей и монетки. Еще одна деталь какая-то на липучке. Отправим туда же. Санитайзер. Все, в принципе, у нас салон, скажем так, готов к чистке. Грамм 100 сахара я высыпаю. По словам ребят, часов 5 при моем состоянии авто. Пожалуйста, полюбуйтесь. И пассажирский остается. А я сделал. Дальнейшие действия. Итак, у нас в дальнейшем действии уже идут чистка проемов. Проемов. Да, сперва я вам покажу, как надо сделать, Ага. потом уже вы сами, да? Ага. Все тщательно распределяете, химию. Ага. И также в кисточке тоже. И идете круговыми движениями, самое главное. Вот это все очищает, здесь грязь, это пишется. Всю пыль, да? Да, всю пыль, грязь, масло там что. Кисточка пойдет, в принципе, вот на дальнейшие действия любая, да? Да, любая. С круглым сечением, в принципе, любая, не плоская. Плоская будет достаточно неудобно. Обратите внимание, особенно в этом участке, Ага, вот где да, он же резиновый, Замыкатель. там очень много, пыли. да, пыль, грязь, жир, масло там. Мгм. Ну, понял. Я могу начать уже сам, да? Да, можете уже Всё. сами начинать. Время от времени нагнетать, получается, вот эту штуку. Да. Мгм. Ну, все. Тщательно вычищаем все петли, все замыкатели, концевики и проемы, как вот говорит Аял. А теперь для удаления остатков химии, грязи и так далее, мы все это смываем тщательно. Берем. Ага. Ну, у нас на обычной мойке подчас просто не бывает времени, особенно на мойках самообслуживания, чтобы хотя бы тот готовую химию нанести вот на эти места, тем более щеткой, кисточкой, да? Хороший компрессор, оказывается. Надо бы в столярке тоже применить такое. Ну, все. И так с каждым проемом, да? Да, и скажем проем. Все понятно, но то есть шампунь, каждый проем, труднодоступные детали, и смывать при помощи воды вот с таким вот переносным компрессором. Тоже керхеровский, кстати. Сейчас после проема сразу переходим к колесам. Угу. Также все мы тщательно все отмываем, весь внешний вид. Так, И, резину и литье. да, резину и литье, и также внутри вот там. Ага. Всё тщательно проходим. Уже щетка другого калибра. Вот именно. Тем нашим телезрителям, которые уверяют, что детейлинг-студии дерут бешеные деньги за подобное, на самом деле это не так. Кузов стоит порядка там 1500, детальная мойка, а салон порядка 5000. Ну, в принципе, если учитывать, что это практически химчистка, да, то нормальное такое. То есть те автовладельцы, которые рачительные, которые следят за состоянием своего авто, в принципе, могут раза в 2 года позволить себе такую сумму. Эта химия более едкая, да, я. Да, более Ага, поэтому все те СИЗы, которые нам тщательно порекомендовали, они абсолютно не лишние. Тех, у кого
много спиц, они клянут потом на мойке, что там. Зачем я купил такое литье, надо было пятизвездную и так далее. Отчасти они правы, потому что каждый раз, опа, тут застряло. А что дует? Это нейтральный очиститель. Это для колодочных дисков. Да. Вот эти диски. Тормозные диски имеешь? Да. Да, все понял. С бубльгумом. Вот, видите, да? Ровно как реакция идет фиолетового цвета. Ну. Это уже колодочная пыль. Товарищ мастер, ну с колесами закончено. Дальше. Да, все закончим. После этого мы переходим уже по кузову. Будем мыть первой фазой. Ага. Уже у нас бесконтактная мойка. Обычно вот правильно делается как? На мойках самообслуживания я делаю как? Я сразу без первичной водной процедуры сразу покрываю химией. Это правильно или нет? Это вообще, да, это правильно, мы то же самое делаем. Но после этого вам надо тщательно все очищать АВДшкой. Ага. Все проверили, все сделали. Все отлично. Джамшут, дорогие друзья. Также вы распилите все, весь кузов. От А до Я. Давайте. Все понял. Так, а начинать откуда? Сверху или снизу? Вообще без Без разницы. Лучше с капота начните. Хорошо. С бампера, да. О! С капота, с бампера. Еще один плюс детейлинг студии, то, что химию здесь разводят ребята по уму, а не так, как на автомойках, да, когда они тоннами, наверное, закупают и разводят абы как, лишь бы было, да. То есть здесь концентрация, она максимально, наверное, подходит, потому что, каждую автомашину ребята как для себя моют. Я не говорю, что все автомойки такие, но просто на мойках самообслуживания и так далее рискуешь нарваться не на ту концентрацию химии. Или перебор, или недобор. Поэтому это еще один аргумент в пользу того, почему я заехал именно в студию детейлинга. Я знаю, самое грязное место, на самом деле, это вот под зеркалом, да? Ну все, покрыли Всё, химией. Да. После распыления химии мы ждем где-то пару минут, даже 3 минуты. После этого мы будем работать аппаратом высокого давления, чтобы смыть весь оставшийся. Привычной уже автомойкой, да? Все, Уже. отлично. Водные процедуры в конце марта, это замечательно на самом деле. Замечательно. Все это подключаем, также аппарат высокого давления включили. Также мы все уже тщательно будем мыть. И одно замечание, да, чем тяжелее шланг воздухопровода, тем качественнее на самом деле. Все, после этого сразу вторая фаза идет. Ручная? Да, ручная. Ага. Снимаем. В смысле, еще раз пену Да. наносим и уже руками, да? Это уже другая пена, да? Да, это уже другая химия. Она намного густая. И также распределяем по всему кузову. Потом еще раз пройдемся высоким давлением, да? Да. Чистим, чистим. Как это там было? Мать до дырок. Моем, моем. Вплоть до дырок. Чистим, чистим. Честно говоря, я уже немножко подустал. Сказываются вредные привычки, все на свете.
Что я думаю по всему этому поводу, я скажу в самом конце, на самом деле. Один из критериев правильности автомойки, любой автомойки, да, не только детейлинга, это наличие вот таких стремянок, при помощи которых верх кузова более тщательно прочищается. Ну, еще раз проходим автомойкой, фрезой. Я еще раз говорю, второй час. Какой второй? Уже 1,5 часа прошло. Ту пену плотную очень, которую я смыл. Честно говоря, очень устал, да. Я пойду там в ресепшене с девочкой посижу, шоколадку поем, чая попью, да. Немножко, буквально минут там 5-10. Позволительный человек в возрасте. Вот так вот. А я останется, начинать процедуру, которую я докончу тоже. Вы не думайте, что я отлыниваю. Да, сейчас вот я пройдемся турбосушкой. На самом деле турбосушка же есть в каждой уважающей себя автомойке, да? Да. Просто Должно быть прям. Должно быть прям. Да. Просто вот когда в прайсе стоит турбосушка, там еще плюс 400 там, и так далее рублей, да? Да. Поэтому мало кто пользует. А для чего вообще вот это нужно, чтобы качественно просушить? Скажем, представьте себе, вот вы заехали зимой на мойку. Угу. Двухфазная или детейли мойка, так можете сказать. И сразу после выдачи машины вы должны проверять вот эти вот щели. Так, открываете, и тут у вас уже всякое капает. Ну да. Грязная вода, отсюда также от щелей, от всего. Зеркал Такого вообще не должно быть зимой. Именно, скажем, у кого-то стоит машина под Наташей, там же все замерзает и так далее. И также клиенты у нас постоянно под вечер забирали свои машины. И вот, смотрите, они же уже все, приехали домой, закрыли машину. И также все, они приходят утром, открывают и все. И невозможно открыть. Да. Совсем крохоборничать, наверное, не стоит, но чем тщательнее все это делается, тем, наверное, лучше. И сейчас вот Аял с того борта уже начал проходить специальной, по-моему, тряпочкой. Аял, Да. следующий шаг какой? Так, следующий шаг уже мега-квик будет гидрофобное средство. Сейчас все тщательно протрем. Вот после этого уже будем нанести мега-квик. Какой тряпкой лучше работать по кузову? Вот такая. Это микрофибра же, да? Да. Микрофибра. Так, стекло лучше не трогать, да? Не, да, стекло не трогаем. Стекло лучше не трогать. Чисто по кузову. Дорогие друзья, мы начали в 10:30, 2 часа прошло. Мы только-только, еще не до конца закончили кузов, да? Так что вот эти помыть за 15 минут там и так далее, на повседневку, наверное, хватит, а для более тщательной, для более скрупулезной очистки автомобиля потребуется целый день. Стоит ли это делать самому или лучше все-таки доверить это специалистам, которые привыкли, которые, для которых это работа? Ведь не забываем, что каждое предприятие малого бизнеса – это основа нашей экономики. И еще раз говорю, 1500-5 тысяч – это небольшие деньги для того, чтобы привести автомобиль в состояние как с завода. Да? Поэтому, наверное, лучше
поддержать тех начинающих, в основном предпринимателей, которые занимаются детейлингом, которые занимаются услугами в области содержания автомобилей, и подпитать их не словом ради, а рублем. Вот, смотрите, это Crytex Mega Quick, быстрое полимерное покрытие для ЛКП, то есть для кузова. Также это очень сильное гидрофобное свойство. Ну, то есть вот эту весной она пригодится. Да, очень пригодится. Я вам советую. Что-то матовое такое появляется, да? Да. И также вот сюда. На тряпочку. Тряпочка должна быть обязательно чистой. И растирать. Да. Все распределяем очень быстро. Если этого не сделать, то тут останется статика. Очень плохая. Матовость уходит, и такое как бы целлофановой пленкой тонкой покрывается. Давай я как в Ютубе буду делать. Вот так вот. Так. На самом деле, это еще со школы ремонта у меня осталось. Поближе к поверхности какой-нибудь источник света можно вот эту фару использовать. И под определенным углом четко видно качество нанесения. Вообще нанесено ли или нет. Ну, честно говоря, у меня и до сих пор, скажем так, такое слегка пессимистичное отношение к различных химий, да, которые продаются за очень большие, кстати, деньги. Но сейчас мы нанесли буквально на наслой вот этого полимерного покрытия Mega Quick от Crytex. И сейчас Аял сделает тест на гидрофобию, то есть насколько ЛКП, покрытая вот этой химией, восприимчива к влаге и это. То есть уверяет, что мега нужная вещь такая. Ну, поехали. Видите, да? Вот покрытая, да, этим слоем. Капельки получаются, такие скатывающиеся, да? И поверхность, которая, внимание, не покрыта вот этим вот. Покрытая. Не Вот покрыта. уже, да, вот смотрите, капелька остается на ровном месте. И вот смотрите. Видите, да? Ну, гидрофобия, да, значительно сильнее. Так, теперь вот. Следующий этап переместили вот в этот угол, где красивые девочки с хорошими частями тела выдали мне инвентарь, фонарик, да, чтобы следующий этап я проделал более качественно. Пылесос салона получается. Также пылесос Да. салона, тщательно все проходим. Все эти места даже передвигать будем. На сиденье. Вперед-назад и это да. самое. Также обратите внимание на педали. Узел педальный. Да. Мы все это тщательно, щеткой сухой проходим, чтобы отнести, ну, чтобы Вот его... выдали сапожную щетку и потом с пылесосом. Ну, в принципе, понятно. И также вот все обратите внимание на Складочки, да? сиденье, складочки, да. Ага. Вот видите, да? Сколько Да. грязи. Раздвигать и пылесосить. Да, раздвигать и пылесосить. Также вот здесь все, центральная консоль. Также Ладно, Вот. там трогать не будем, Да. там много чего, год нужно разбирать. все. Ага, все, понятно. Головной свет включен, пылесос в руки и марш вперед.
после пылесоса переходим сразу к дверным картам, потому что они нам легкодоступные места. Вот смотрите, щели, также кнопки все везде, вот это все прочищаем кисточкой. Также вот эти дырки, также вот, смотрите, видите, да? Тут очень пыльно. Также вот все здесь. Все кармашки. Да. Ага. Здесь кармашки. Вообще ничего не боимся, от этого ничего не будет. Вот так вот берем. Это типа профом, да? Да. Универсальный очиститель получается. Универсальный очиститель. Коха, мезервик называется. Очень хорошая химия. Подходит для всех поверхностей, даже для ткани. Ну, давай я попробую сам тоже. Прямо по цвету видно, что уже грязное это. Ребят. Так, а вот эту вот часть... Да, тоже надо да? все пройти. Возьмите химию. Равномерно тоже все. Нанести, да? Да. А то, что на стекло попадет, ничего страшного. Ничего страшного. Не, почему? Сильнее нажимай. И Да. сами поверхности тоже, да? Особенно здесь тоже. Все. И можете работать кисточкой. Советую делать круговыми движениями. Вот так намного лучше вычищать и грязь. Да. Вот это потертость получается. Это уже потертость. Ага. Это потертость. Нет ничего такого химии, которая помогает от Нет, этого. вообще нет. Вам надо либо на перекрас, либо новую деталь. Ну, понятно, что это сам. Локтями меньше опираться надо, сказал товарищ Аял, и я с этим согласен. Нужно правильно это. Так, с картой разобрались, да? Да. Теперь- А теперь воздуховоды. Тоже Да. кисточкой, да? Да, все тоже кисточкой надо сперва. Смотрите. Тут тоже не бойтесь. Смело можете попшикать. Очень много раз. И кисточкой. кисточкой. Да. На Али же продавались такие резиновые щетки, Да, есть такие тоже. Но они малоэффективные, они сразу рвутся. да? Они выдерживают эту химию. Мгм. Вот. Так что они вообще, ну, скажем, никому не нужны. Понял. Так, а вот эти все поверхности тоже химией пройти, да? Да? Рулевую колоночку. Также настоятельно советую, вместо того, чтобы держать на химию, надо сразу тряпочкой пройтись, чтобы следы не остались. Вот этот. Да. Прессор сюда пока. Площадку для ног. Педали прохожу. Да. Педали. Площадочку. Пошел 5-й час моего автодня. Остались полики. Ну, салон с какой-то натяжкой, можно считать, что готов. Ну, Аял говорит, что лучше заморочиться, снять всю обивку, снять сиденье. И правильно, да, Аял? Да, все правильно. И Полностью провернуть со снятием обивки химическую чистку, потому что машина в таком состоянии это даже, ну, даже с поправкой на то, что я дерево вожу, это не то. Это уже как бы это. ужас.
Ужас. Уже уважающий себя автовладелец до такого состояния не должен ни в коем случае доводить. Я еще раз говорю, это только ради сегодняшнего эксперимента. Салон, считайте, все завершен. Я бы один не справился. Просто если бы Аял тут не помог, реально, вот каждую вот эту, там он еще остатки акрилового лака вычищал при помощи не зубочистки, а там специального инструмента, протокалки. Вот, осталось вот это сиденье специально для съемок. Все остальное вычищено, да, я. Да, все остальное все И у него новая химия. Сейчас мы будем использовать химию, вот Вератон, очиститель кожи. Также нежная очистка, и также естественный свет будет. Сиденье. Ага, это специально для водительского сидения. Специально для водительского сидения. Все, поехали. Наносится на щетку, также на поверхность. О, пахнет приятно. Да. В кои веки. Все вычищаем круговыми движениями. Вот это внимание. А то вот так вот тереть, оно бесполезно получается, да? Да. Ага. Одностороннее движение, оно бесполезно. Ну, давай я теперь поелозю. Так, и тряпочка вычищается, да? Да. Все. Да. Вот, матовый блеск. Вот это я понимаю. Детейлинг, мойка. Вот это я... Вот с этим я согласен. Вот какие стадии остаются, но после того, как мы сейчас, вот, включая торпеды, закончим, изнутри стекла очистителем, а я расщедрился еще на очернитель резины. Чернитель резины. И, как ты назвал? Озонатор? Озонатор, да. Озонация салона. Да. От всяких запахов химии устраняет. Животных домашних, Да. курения и всего прочего. То есть можно сказать, что вы ничего не делаете. О, кстати, вот здесь надо поступательно. Здесь надо поступательно. Одна тряпка для мокрого. Ял говорит, он очень жестокий человек, он говорит, вот это плохо сделал, вот это плохо сделал. Здесь еще тоже, смотрите. Да, вот, ну, разводы видны, да? Ну, это как обувь чистить, да, получается? Да, то же самое. И как я делал мягкими движениями. Он как бы пенится, да? Да. Ну, быстро высыхает. Реально это выше моих сил, но на самом деле результат впечатляет. И последние детали детейлинга, это, да, Аял говорит, это озонация. Озонация, просто машина закрывается, включается вот эта вот штука и оставляется на полчаса и избавляет от запаха той же химии. Да, даже от рыбы, если вы забыли под сиденьем кусок рыбы, то вот этот запах тоже пройдет. Ну и в качестве эксперта у нас Олеся, менеджер детейлинг центра, присутствует. Начнем с багажника. Багажник у нас в идеальной чистоте. Полики протертые. Запаска здесь, пластик натертый, закрываем вот эту вот штуку, которая тоже протерта. Моими журками все вычищено, все сиденья протерты, полики протерты, весь пластик протерт, все пропылесосено, ни одной лишней детали. Вот здесь вот все вычищено, абсолютно.
покаталась здесь в такой машине, говорит Олеся, и это правильно, потому что после нашей зимы якутской, хотя мы и хвастаемся там, белые снега, там, то-да, сё и так далее, город у нас абсолютно жутко пыльный. И всем рекомендую еще раз, нужно любить свою машину, нужно прикладывать к ней своими руками определенные усилия. На самом деле особо хитрого нет. Куча чистых тряпок, раз, да. Химии по минимуму. Это, ну, для кузова одно, а для пластика другое, для обивки третье, да. Ну, этим минимальным набором можно обойтись, да. Можно обойтись. Стеклоочиститель еще, да. Кисточки разных форматов, начиная от зубной щетки типа и заканчивая обычными малярными кистями для того, чтобы труднодоступных местах. И очень много времени. Получается, мы потратили 4,5 часа, 4 руки. 4 руки для того, чтобы привести машину в относительный порядок. Вот, посмотрите, что было и что стало. Спасибо, Олеся, кстати, за очень такой гостеприимный прием. Спасибо нашему мастеру Аялу. Я обязательно покажу его мужественное лицо. И еще раз, то, что он помог своими советами и руками, под конец и выдохся, и Аял подключился уже по полной. Так что лучше не тратить свое драгоценное время, а отдать машину на откуп тем, кто на этом специализируется. Правильно? Да, профессионал. А Олеся наберет вам чай. И вкусный кофе. Капучино, да. Все. Это испытано на себе. Я больше не хочу работать в детейлинге, но время от времени, конечно, в своей машине я буду прикладывать определенные усилия. Но еще раз, вывод такой. Давайте мы поддержим малый бизнес, давайте мы поддержим предпринимателей. Они специализируются, они предоставляют нам услуги. Лучше отдать им и не тратить свои. Я бы один потратил на часов 10. Вот на такой чистоты салон я бы потратил часов 10. С вами Дмитрий Аргунов и программа «Испытывай на себе». Привет, Руслан Начальник. Пока. Испытано на себе.